Музей Чакчак – это музей, в котором мы рассказываем о культуре, быте татарского народа, как жили татары в XIX веке. И дом, в котором мы находимся, принадлежал купцу второй гильдии Вафе Бегаеву. Дом также был построен в начале XIX века. Здесь мы с гостями готовим чак-чак на мастер-классах, используем основные ингредиенты – это мед, сахар, мука, яйца и, конечно, любовь. Традиционная лавка располагается от одной стены до другой, вдоль третьей, могла быть очень широкой, называется сяке. Здесь как раз семья обычно и спала, и сидела, и кушала вот с такими маленькими столиками табын с коротенькими ножками и угощались, например, сладостями. Это наш демонстрационный чак-чак, мы показываем его гостям. Он украшен пастилой, орешками, миндалем и немного кунжутом. Он украшался также различными конфетками Монпансье, фруктами, сухими ягодами, семечки, все, что можно было посыпать сверху. Казань традиционно считается все-таки родиной этого блюда, чак-чака, также родиной татар. Поэтому именно в Татарстане, в городе Казань, мы решили открыть наш музей. Мы отказались от пыльных витрин, от шипящих бабушек, которые нам не дают что-то трогать. Здесь, наоборот, мы именно проживаем с нами жизнь. Первый чак-чак, побывавший в стратосфере на высоте более 30 километров. Вот действительно чак-чак, который запустили наш фонд поддержки предпринимательства республики, а президент республики распорядился передать его нам. И на день рождения нашего музея нам торжественно его вручили. А это наша местная туристическая карта, где можно посмотреть не только Великий Чайный путь, но и откуда гости приезжали в наш музей. Это, по сути, все континенты и страны, которые мы здесь видим, вот иголочкой отмечены. Одной из первых платформ, в которой мы начали общаться, в том числе и с нашими гостями, это ВКонтакте. Мы сами сидели в этой социальной сети и продолжаем это делать. Да? Мы создали первую группу в нашем музее и других проектах. Мы общаемся в этой социальной сети с нашими партнерами, друзьями, и теперь уже с нашими гостями, какими-то постоянными подписчиками, и постоянно ведем какую-то переписку, диалоги, и нам это очень нравится. Выкладываем фото-видео отчеты, также пишем очень интересные посты. Это либо тематика экскурсий, да, либо какие-то полезности для туристов, например, как добраться до музея. В сообществе музея Чакчака ВКонтакте мы активно используем опросы. Там мы интересуемся мнением туристов об экскурсиях, проводим различные опросы. Ну, в общем, очень полезный инструмент. А в будущем мы планируем активно развивать товары. Там будут представлены сувениры, которые можно будет прямо купить в сообществе. В Казани очень много городских пабликов ВКонтакте, и мы с ними активно дружим, и, если что, размещаем различные новости там. Наш музей – это примерно как рецепт чак-чака. Это душа и руки. Отличаемся тем, что мы неподдельно людей погружаем в ту обстановку того времени. Человек из нашего музея уходит не только запомнив всю информацию, которую мы ему даем, но человек может уметь его приготовить, передать это своим гостям, уже своим друзьям, своим родственникам у себя в городе. Цель нашего музея – показать людям не только быт татар, вот наш двор, но и установить усадьбу. К сожалению, в Казани не сохранились именно усадьбы, то есть есть усадебные дома, но нет как такой территории, где есть флигели, какие-то кухни, сад. Вот именно этим мы хотим заняться и полностью возродить эту усадьбу. Приезжайте к нам в гости в Казань, мы всегда вам будем очень рады.